нужно вырабатывать у нарушителя условный рефлекс, как у собаки Павлова. Это действует безотказно. Слушай, все новое надо вводить постепенно. А у нас один день приняли, на другой начали штрафовать. Слушай, народ опомниться во-первых, просто не за успел. один день. Во-вторых, надо же было с чего-то начинать. А почему с не с дисциплины парковочных прежде мест? всего? Нет. Почему не с парковок и не никто же не спорит с тем, что нужно оборудовать дополнительные парковочные места. Но начинать нужно с дисциплины водителя. Они по-другому не понимают. Почему не наоборот? Почему не с чиновников начинать? Хорошо, давай поговорим сегодня об этом. Давай. Месяц назад депутаты Курултая приняли поправки в региональный административный кодекс об ответственности за парковку на газонах. Удивительно, какой резонанс эта тема вызвала в обществе. Да, градус обсуждения на разных информационных площадках зашкаливал. Проблема, что называется, назрела. Штрафами за парковку на газонах депутаты занялись, как водится, с подачи Радия Хабирова. И сделали это в самые короткие сроки. Сейчас уже можно подводить первые итоги. Смотрим сюжет. Видите, знак висит. Парковка запрещена, работает эвакуатор. Столько машин, столько у нас работы сейчас. В порядке 15 машин на небольшом участке, припарковано на газонах. Сотрудница Центра общественной безопасности Уфы оформляет протоколы нарушений свежепринятых правил парковки на газонах. Удивляется, вот здесь размещение автомобилей запрещено в принципе федеральным законом о правилах дорожного движения. Но, кажется, владельцы этих машин специально стараются не реагировать на правила и окружающих вообще. Вот и этот мужчина спешит покинуть место нарушения, торопится, скрывает лицо, даже не взглянув на уведомление на лобовом стекле. Зачем? Он ведь и так знает, что парковка здесь незаконна. Эта женщина тоже будто бы ничего не замечает и искренне не понимает, что от нее хотят блюстители порядка. Делает вид, что куда-то опаздывает, пытается сдать назад и вовсе уехать. Тогда составляйте, потому что я вообще не паркуюсь, я еду дальше. О том, что в Башкирии с 9 апреля этого года ввели наказание за парковку на газоне, знает уже каждый автолюбитель. Только в Уфе за первый месяц действия закона выписали больше 6 тысяч протоколов. Эта поправка в региональный административный кодекс для многих долгожданная. Люди устали от наглости автовладельцев, которые вот так бесцеремонно оставляют свои машины на траве. Сомнений и возражений ни у кого не возникает. Это явный газон. А вот этот пустырь в своем дворе Сергей и его соседи газоном назвать никак не могут. На цивилизованную парковку тоже, конечно, не похоже. Но мужчина много лет ставит здесь автомобиль и был крайне удивлен, когда обнаружил на лобовом стекле уведомление о штрафе. Убрали гаражи, мы поставили вот сюда, рядом, за место гаражей стоим. И все. И все. Но вы считаете, что здесь парковка? Ну, как мы считаем? Мы просто ставим уже давно. И с Сергеем не поспоришь. И в кодексе депутаты после долгих споров вроде постарались дать точное описание, куда именно заезжать не рекомендуется. Под озелененной территорией в настоящей статье понимается элемент благоустройства, представляющий собой покрытую травянистой, цветочной и древесно-кустарниковой растительностью поверхность земельного участка, имеющую ограничения в виде бортового камня и граничащую с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных, велосипедных дорожек, дорог. Данная формулировка журналисту Дарье Кучеренко видится слишком категоричной. Она внимательно следила за обсуждением закона как в Госсобрании республики, так и в социальных сетях. Как и многим другим, хамы-автовладельцы лично ей неприятны, и она за чистый и опрятный город. Но решением депутатов осталась недовольна. Если ты хочешь благоустроить газон, ты просто ограждаешь его забором таким, что машина не сможет припарковаться, благоустраиваешь его, вешаешь предупреждение, что, дорогие друзья, мы для вас здесь создали газон, давайте вы не будете хамами, не будете парковаться. В общем-то, это то, что можно было сделать и сейчас, и параллельно можно было запускать информационную кампанию, предупреждающую людей о том, что теперь вот здесь парковаться нельзя, теперь вас будут штрафовать. За парковку на газоне за один месяц выписаны штрафов почти на 7 миллионов рублей. Интересный факт. С каждым днем количество нарушителей теперь уменьшается. Это отмечают члены административной комиссии. Пропаганду и наказание делают свое дело, нравится это кому-то или нет. Как найти разумный баланс между требованиями закона и созданием условий для его выполнения. Обо всем этом мы беседуем сегодня в студии с нашими гостями. Итак, Павел Завадич, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, член фракции ЛДПР. Ренат Диваев, начальник отдела профилактики правонарушений Центра общественной безопасности города Уфы, и Вадим Беляков, руководитель общественной организации «Уфа-Сити». Итак, дорогие гости, вы почувствовали на себе действие нового закона?
Ну, честно говоря, по тем дворам, которые я отслеживаю, да, я не заметил каких-то изменений. Но, видимо, здесь сказывается то, что все-таки я смотрю за теми дворами, где фактически отсутствуют организованные места парковки. То есть изменений ни положительных, ни отрицательных? Никаких изменений. Есть мои знакомые, которые обращаются, которые уже получили штрафы, и они ведут себя более дисциплинированно. Да, есть еще один нюанс. Административные комиссии фактически не подготовлены к наплыву вот этих вот штрафов. Ну, как раз вопрос по адресу, да, Ренат? В целом, как житель, я могу сказать, что да, количество транспортных средств, которые размещаются на газонах, сократилось. Заметно. Заметно. Да, то есть Заметно. до людей все-таки дошло. Допустим, в вечернее время во дворах я уже не вижу того количества припаркованных на газонах автомобилей, которое было раньше. В любом случае, действительно, поговорили сейчас гости, что проблема потихонечку там снижается, да, то есть люди действительно начинают понимать, столкнувшись с этим, что так лучше не делать. И это, в принципе, основная была цель для того, чтобы грязь на наших улицах, на наших дворах, на обуви, там, на одежде детей, она не появлялась. С этим потихонечку... С этим трудно не согласиться, конечно, да. Но, тем не менее, это вот не решило абсолютно ту самую глобальную проблему, с которой сталкивается каждый автолюбитель. Вот с чего мы начали, что ставить машины негде. Проблему имеешь в виду? Ставить негде машины, абсолютно. Ну, и ставить там, это где уже вопрос придется. другой. Вот прозвучали определенные упреки, да, к работе административных комиссий. Вы имеете к их работе непосредственно отношение. Что можете сказать? Ну, наши работники включены в состав административных комиссий. Естественно, и они и составляют протоколы, которые потом на комиссии эти рассматриваются, и в том числе и участвуют в рассмотрении этих административных материалов. А вот какие аргументы могут служить оправданием вот для парковки на газоне? Есть такие? Если человек нарушил, то он должен отвечать. В целом мы говорим о том, что закон необходим с точки зрения для того, чтобы штрафовать хамов, которые действительно портят благоустройство. Проблема есть. Проблема есть. Да, Надо это признать, проблема да. есть, ее надо решать. Но в то же время надо решать, учитывая баланс интересов. По-моему, в обществе полный консенсус. Нельзя парковать машину на газоне. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Да? Начинается правоприменительная практика, и начинают возникать Что какие-то считать вопросы. газоном? Да. Мы еще поговорим о необходимости оборудовать дополнительные парковочные места. У нас будет специальный репортаж на эту тему, потому что действительно проблемы есть. И возвращаясь к административному кодексу, все же беспрецедентно быстро был принят закон о штрафах, и именно это вызвало такое бурное обсуждение в обществе. Давайте посмотрим на вопрос с этой стороны. Парковаться наперекор правилам. Мера вынужденная. Слишком мало обустроенных автостоянок в Уфе, жалуются административной комиссии едва ли не каждый нарушитель. Мы приезжаем во двор вечером с ребенком, да? Мне машину поставить вообще некуда. Машин целая куча. Куда ее ставить? По последним данным, в Уфе зарегистрировано 500 тысяч транспортных средств, по одному на двоих жителей города, учитывая и младенцев, и глубоких стариков. А вот парковочных мест, как ни старались чиновники, но насчитали в 4 раза меньше – 113 тысяч. Не досчитались в основном во дворах. Зачастую мест для парковки не хватает именно в новых домах. Жители улицы Шафеева вот уже год, как могут, привлекают внимание властей к вот этому объекту. Они считают, что дома возводятся с нарушениями, так как места под парковку тут просто нет. На этом месте, вот здесь, с 2000 года мы ставили машину. И тут их было больше 300 машин. И это была платная парковка. 2000 рублей мы платили каждый месяц. Но мы столько лет держали там машину, потому что это удобно. Когда эту парковку ликвидировали, вот, сейчас все машины во дворах. Во дворах не только что поставить машину негде, пройти негде. Рядом с лесом растут две башни с замахом названия самых высоких в Уфе, по 28 этажей. Квартир строители обещают 538. Сколько же у такой застройки должно быть парковочных мест по нормативу? Открываем федеральный свод правил градостроительства от 2016 года. И видим, все зависит от класса жилья. Бизнес – 2 машиноместа на квартиру, эконом – 1,2. Муниципальный – 1. А есть еще документ уфимский, городской, о нормативах градостроительного проектирования. Принят в 2009 году. Тут расчет идет не от квартир, а от количества жителей. На 1000 человек должно быть 350 парковочных мест. Значит, в новом комплексе должно быть по федеральному закону, ну хотя бы 538 мест, а по уфимскому тут определить, естественно, тяжело. Сам застройщик в проекте указал, что жильцов в его домах будет всего 848 человек. И сделал расчет парковки, исходя из этой цифры. Обещал подземный паркинг на 189 машин, но построит, если будут покупатели. 60 машин новоселы должны парковать на некой смежной площадке, которая неизвестно где находится, а 50
вообще возле Дворца спорта. И вот вроде и уложился в нормативы, и разрешение получил на строительство. И так происходит практически с каждым новым домом в Уфе. Люди, которые впоследствии могут сюда въехать, они будут испытывать вместе с нами, старожилами, еще большие неудобства. Ставить машины им, кроме как в лесу между деревьев, просто негде. Еще 8 лет назад властями Уфы была принята концепция развития паркингов до 2020 года. В этом документе подробно объясняется проблема с парковочными местами и обозначены пути ее решения, вплоть до определенных адресов и бюджета. Каждый год чиновники должны были отчитываться по проделанной работе. Правда, этих отчетов до сих пор никто не видел. Ну вот есть и такая позиция в вопросе. Павел Завадич, член фракции ЛДПР, депутат Курултая, один из тех, кто вносил поправки во время обсуждения закона. Вот как вам кажется, не слишком ли резко ввели новые правила и сразу же начали за них штрафовать? Ну, дело в том, что, опять же, это наводит на определенные мысли, которые подталкивают к тому, что законопроект не направлен на искоренение проблемы в первую очередь. Да? Мы говорили о том, что давайте сначала наработаем практику, сначала подготовим почву, то есть сделаем цивилизованные места парковки. Насколько я понимаю, подобная инициатива уже была внесена в Курултай несколько лет назад. Почему с тех пор не довели ее до ума? Ну вот если возвращаться к предыдущему вопросу, принимали долго, конечно. Можно же какие-то итоги уже подводить, прошел месяц, да? Практически за месяц на территории города Уфы было выявлено более 6 тысяч нарушений. Лично мое мнение, что тут человек тот, который был хамом, он хамом и останется. Да? То есть ему вне зависимости от того, накладывай на него ответственность, не накладывай. Да? Вот все говорят о том, что не хватает в городе Уфе парковочных мест. Мы говорим про Уфу, да? Но при этом почему-то, в том числе и ты, все возлагают ответственность на мэрию, что она должна заниматься всем. Хотя есть управляющие компании, которые занимаются каждым отдельным двором. Мест общего доступа – это однозначно ответственность муниципальных властей. Никто же не Сколько жителей вот этих дворов за последние хотя бы 3 года сходили к депутату или написали в мэрию для того, чтобы сказать, господа, делайте есть такой механизм, скажите? Он есть, только его использовал там 0,01%, например. А сейчас, скорее всего, вместо того, чтобы платить штрафы, люди или будут действительно организовываться, либо будут участвовать в программах, которые сейчас там 3 или 4 программы в целом там бюджетные, где можно принять участие. В основном земля во дворах, она принадлежит муниципалитету, ну, процентов 90. Только новые дома или какие-то действительно активные граждане, они оформляют прилегающую территорию в собственность, и тогда они могут сделать все, что хотят. А сейчас, если это территория мэрии, если есть у нее план благоустройства, там, ну, такая схема, да, здесь у нас газончик, здесь у нас дворовые там дорожки, здесь детская площадка, он есть. Только никто о нем не знает, потому что всем не было мотивации, не было желания. Вы предлагаете, во-первых, проблему переложить на плечи автолюбителей, которые живут в этом дворе, да, то есть, хотя они, в принципе, платят также налоги, платят все сборы коммунальные, в том числе, которые должны идти на благоустройство. Но он имеет в виду, прежде всего, управляющая компания, правильно? Кроме того, эти люди, они не будут собственниками этих паркомест. Давайте вот коротко подытожим, да. Тут два аспекта у этой проблемы, как обычно, у медали две стороны. Значит, конечно, этим вопросом должна заниматься городская администрация, во-первых. Но, во-вторых, это не отменяет того, что эту проблему для себя могут решать сами граждане. Но есть же еще и общественные места, присутственные места, государственные, муниципальные хочется, учреждения. кстати говоря, вернуться к нарушениям парковок именно в общественных местах. И таких нарушений правил парковки у нас слишком много. И здесь не только газоны, парковка на тротуарах, парковка вторым рядом. В Уфе, особенно в центре, это, к сожалению, на каждом шагу. Центр Уфы давно уже захлебывается в будние дни от автомобильных пробок и задыхается от всех этих выхлопных газов. Перед глазами пример Москвы, где драконовские меры в сочетании с благоустройством территории в сравнительно короткие сроки сумели привести автовладельцев к единому знаменателю. Но об уфимских реалиях смотрите в нашем следующем сюжете. Деловой центр Уфы, рабочий день, машины, жмущиеся по два ряда на обочинах, будничная картина. Неутомимая работа эвакуатора не вызывает у нарушителей эмоций и былого возмущения. Будто бы все свыклись жить в таком порядке или скорее беспорядке. А может, сумма штрафов 2000 рублей перестала казаться большой. Нету мест, некуда должна припарковаться. У меня ребенок захотел писать. Может быть, найти другое место и пройти пешком. У меня ребенок захотел писать, ему побежали писать. Ситуация, несомненно, достойна едкой карикатуры Камиля Бузыкаева. Он сам больше любит ездить, чем ходить, хоть и живет в центре. Парковок не хватает, и это проблема, считает художник. Но иногда водители создают неудобства другим, скорее из-за собственной лени и безразличия к окружающим. Знаете, вот профессор Преображенский как-то это сказал, что
На любое животное, на какой бы стадии развития оно ни стояло, можно воздействовать только лаской. Ну, не знаю, но только не в Уфе. Вот в Уфе только террор. Только террором надо приучать к дисциплине. По мнению художников, в центре города все парковки должны быть платными. Воздух однозначно от такого закона станет чище. И места для короткой остановки в шаговой доступности всегда будут. Эта идея давно стала реальностью во многих городах, но до сих пор по разным причинам буксует в Уфе. Лилия Клюковская рассказывает, как работала в компании, которая готова была запустить проект платных парковок еще прошлой осенью. Инвесторы обещали вложить в нее более миллиарда рублей, создать 5700 парковочных мест. Но в последний момент власти города отложили эту затею до лучших времен. В принципе, конечно, администрацию города, город в целом, какое-то дорожное управление, они могут воспользоваться всеми нашими предложениями, потому что все это согласовывалось на многих уровнях. Это была и архитектура, и ГИБДД. Конечно, у всех есть копии наших документов, предложения воспользоваться могут. Вопрос только в том, почему город решил, что мы за счет бюджета должны устанавливать эти платные парковки, почему мы не допустили инвестора. В феврале этого года уфимские депутаты внесли поправки в документ о создании платных парковок в центре города, которые исключили из участия коммерческие структуры. Это было сделано для того, чтобы собираемые денежные средства поступали в полном объеме в бюджет города. И снова возвращаемся в студию к разговору. Давайте не будем забывать, что есть не только ответственность граждан, но и ответственность чиновников. Вот все-таки кто отвечает за организацию парковочного пространства в местах общего пользования? Ну, безусловно, за это должна отвечать мэрия. Если речь идет о городе, она должна заниматься организацией вот этого и дорожного движения, и организацией дорог, подъездных путей, парковочных мест. Тут тоже, как вы говорили, дьявол кроется в деталях, потому что 131 федеральным законом обязанность органов местного самоуправления, нашей администрации, должны быть правила понятные, должна быть разъяснительная информационная работа, что каждый должен понимать, окей, мы сегодня там начинаем штрафовать за парковки, но мы делаем такие мероприятия, там, вы можете обратиться со своей там инициативой, чтобы вас там заасфальтировали дворик сюда-то, сюда-то. О чем на самом деле речь, и о чем власть хочет достучаться до жителей, что нужно соблюдать определенные правила общежития, что надо не мешать другим нормально жить. Об этом же речь, не о том, что сколько денег собрать, правильно? Как я понимаю. Да. Но, соблюдая правила, надо иметь возможность куда-то все-таки приткнуть свою машину. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по данному поводу. Как вы относитесь к введению платной парковки в Уфе? Ну, в принципе, есть те районы, в которых, я думаю, что это обоснованно. Центр. Центр. Например, центр, да, для того, чтобы разгрузить. Сколько вы сами лично готовы платить за час парковки на улице, ну, Ленина, скажем? Ну, я не знаю, честно говоря, я не паркуюсь на улице Ленина. Да. Где вы паркуетесь? Далеко от центра паркуюсь. Ну, вот. И при этом у меня автомобиль постоянно нужен для работы. Я постоянно перемещаюсь по городу, поэтому у меня нет такого, чтобы я приехал и 8 часов у меня автомобиль. Хорошо, допустим, как вы считаете, парковке. значит, вот 100 рублей за час парковки в центре Уфы. Это справедливая цена? Справедливая цена? Ну, я думаю, не все потянут. Мы говорим о платной парковке прямо вот на основных улицах. Да, ну, я думаю, что все-таки Москвы, цена должна быть приближена к реалиям, там, ну, порядка там, 30 рублей. 40, если коммерческая 50, то, соответственно, она должна быть ниже. Ну, я думаю, мы рано или поздно к этому придем, потому что, во-первых, необходимо увеличивать пропускную способность улиц. Это один момент. Это припаркованные автомобили значительно снижают пропускную способность. Да еще вторым рядом есть. Да, да. В целом опыт, начиная от прогрессивных стран, там, европейский и даже наших соседей, там, той же Казани, той же Москвы, Питера, безусловно, говорит о том, что это необходимо. Но опять-таки будут и говорить, там, где наш транспортный налог, там, где общественный транспорт. Есть вещи справедливые, которые действительно у нас в городе либо в зачаточном состоянии, либо в каком-то там, ну, нужно поднимать на более качественный уровень. Павел, как мотивировать муниципальные власти, чтобы это решалось? Ну, может, как общественники, как журналисты это сделать? Ну, мотивировать у нас есть депутаты для этого. У нас есть действительно общественная организация, у нас есть там лидеры общественных мнений там, в том же интернете. То есть мотивировать таким образом. Потому что сейчас, например, Дептранс у нас в Башкирии, но он выбирает логотип своего транспорта. Или он выбирает там форму для водителей. Ну, и вот в
последние там несколько дней. Как будто нет более важных проблем, опять-таки, соцсети гудят, да, то есть, ну, вот что за мы делаем, хотя нам надо решить с парковкой, надо решить с автотранспортом, надо вот с другими Куча проблем вопросами. с общественным транспортом, да. Они, может быть, и решаются, только об этом же никто не говорит. Смотрите, я хочу немножко добавить от себя. Да? Вот Вадим сказал, в качестве мотивации для тех же самых органов, которые должны заниматься проблемой, нужны какие-то уговоры, какие-то программы, еще что-то. Да? А в качестве мотивации для людей мы почему-то сразу ставим штрафы жестко. Давайте такую же мотивацию ведем. Не отработал — увольнение или там штрафы на тех же самых чиновников, которые не будут платить тоже имеет зарплаты. место быть. Но вот особенность наших людей в том, что они всегда выступают за введение штрафных санкций в отношении кого-то, да. но когда касается лично их, и они нарушают, они начинают проявлять недовольство. И надо признать, что существующих парковочных мест недостаточно ни в городах республики, ни в Уфе. Их количество не дотягивает даже до нормативов. Постоянную проблему с парковкой испытывают горожане в присутственных местах, особенно в учреждениях здравоохранения. Смотрим сюжет. Ищем уже минут 10, к врачу опаздываем, поэтому очень критично здесь. Надо организовать парковку. Уфа, улица Шафиева. Бывалые пациенты клиники БГМУ приезжают сюда заранее. Знают, место под авто в рабочий день найти сложно. По состоянию окружающих газонов становится понятно, нарушают тут часто. На знаки тоже мало кто обращает внимание. Проезжая часть двусторонняя. Несмотря на знаки о том, что машины эвакуируются, ставят со всех сторон. Въезд на территорию клиники преграждают шлагбаум. За ним видна большая парковка, но, по словам охранника, она только для сотрудников. Больных пропускают, но это скорее исключение в экстренных случаях, а иногда просто по настроению охранника. Общественный деятель Вадим Беляков пытается выяснить, кто должен позаботиться о посетителях клиники – власти города или само медицинское учреждение. Вы обращались, ну, например, в администрацию города или в правительство для того, чтобы где-то вот возле вашей территории выделилась парковка для посетителей или для родственников, которые... Не на нашей территории. Нет, возле, я говорю, возле нашей территории. В прошлом году даже рассматривался вопрос, что будет ремонт, дороги будут проводиться по Парковой, и там предусматривались карманы специально. Но почему-то этот ремонт не состоялся. Парковка вторым рядом. У 22-й Уфимской городской больницы скорой помощи тоже никого не удивишь. Небольшой отрезок дороги здесь делят пациенты сразу нескольких клиник. Своим сотрудникам больница автостоянку оборудовала. Правила лояльные, шлагбаума нет, но местные машины охранник знает наизусть. То есть не запрещаете никому заезжать? Ну так мы не запрещаем. Вот особенно с ребенком. Но не положено, да? Типа? Но не положено. С ребенком пускаем. Еще месяц назад на этом пустыре неплохо умещались автомобили многих посетителей перинатального центра и службы крови. Но поправки в административном кодексе отнесли эту стихийную парковку к озелененной территории. Теперь здесь останавливаются только самые отчаянные. Сейчас мы дальше посмотрим. То есть если бы здесь машины не парковали, здесь была бы трава. Хотя фактически достаточно большая площадь для того, чтобы обустроить, благоустроить парковку. Но все равно какая-то зеленая зона уже тоже нужна. А это надо делать, а это надо... Этим кто-то должен заниматься. А так как этим никто не занимается, то, соответственно, и газон весь превратили в парковку. Серьезные проблемы с парковкой у всех крупных больниц Уфы вызывают резонный вопрос. Кто должен навести порядок в этом деле? С одной стороны, руководство клиник должны обеспечить комфорт пациентам. С другой, без помощи муниципальных властей такой объем работы по благоустройству им просто не осилить. Ведь дело медиков в первую очередь – лечить. Ну что же, давайте коротко подытожим наш разговор. Что надо сделать, что можно сделать прямо сейчас, чтобы все-таки парковочная ситуация изменилась? Вообще мы можем на это как-то повлиять? Мы общественники, мы депутаты, мы надзорные контрольные. Вот если возможно коротко, резюме от каждого, да? Павел, пожалуйста. Но в первую очередь я считаю, что нужно целевую программу использовать по развитию вот этих паркомест. То есть внешней среды, в которой наши жители будут сосуществовать уже в соответствии с законами, те, которые мы принимаем. Что касается территории, вот в настоящее время на территории города готовится новая редакция правил благоустройства. Мы все службы, которые заинтересованы в городе, принимаем... Это какие-то новые инициативы имеются в виду? Ну, более объемный документ будет, который будет в том числе и содержать и нормы по количеству парковочных мест, в том числе и у зданий общественных, так скажем. То есть те нормативы, к которым нам необходимо будет стремиться. Вадим.
Подводя итог, у меня пожелание, оно такое одно, более-менее обширное. Надо жителям быть инициативными, то есть надо не бояться отстаивать свои права, надо не бояться говорить о том, что вас не устраивает, требовать какого-то там благоустройства, неважно, от себя, от своих соседей, от управляющей компании, от администрации города, от депутатов. И власти нужно к этому прислушиваться, то есть видеть те пожелания, которые доносит до них население, по сути, ваши избиратели, те граждане, в отношении которых вы работаете, и идти навстречу пожеланиям. То есть от людей тоже много чего зависит. Совершенно верно. Хорошие у нас люди, на самом деле. Спасибо вам за честный разговор. На самом деле власть поставила задачу перед муниципалитетами увеличить количество парковочных мест, и на эти цели, по данным регионального министерства ЖКХ, выделяется порядка 600 миллионов рублей. Вам еще раз спасибо за честный разговор. До свидания. Муниципальные власти – это главные ответственные за весь бардак. Я предлагаю штрафовать их тоже. Слушай, ну, во-первых, бардак – это слишком резко сказано. Во-вторых, это хороший пример, как штрафные санкции сделали свое дело. Штрафами не решается главная проблема. Понимаешь, мы о чем говорили? О том, Слушай, что вот многие не верили до принятия закона, что будет толка. Вот он есть, сработало. Люди сначала думают головой, прежде чем оставить машину свою на газон. Опять мы начинаем с людей, а не с чиновников. Почему так? Ответственность чиновников мы ничем начинаем не с закреплена дисциплины. А надо начинать, люди должны понимать свою ответственность, с чиновников. дисциплины. Конечно, честно говоря, вопрос стоит гораздо шире просто наказания за нарушение правил парковки. Вопрос, как заставить нашего человека соблюдать правила цивилизованного общежития, чтобы он сам вел себя нормально и другим не мешал. Поэтому эта история не столько про деньги, сколько про то, как навести порядок в наших городах и селах. Надо сделать жестким и неотвратимым наказание за хамское и наплевательское отношение одних людей к другим. Тем более адекватных людей абсолютное большинство. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ. До свидания и берегите себя и своих близких.